здесь. Не, давайте лучше я назову людей, которых Да, знаем, или вы назовите. которых мы пригласили. Вот Нет, кто присутствует, кто подключился. Да, кто присутствует. Фактически, да. Чтобы не было разнобоя, давайте. Да. Руда Васильевна Солнышкина, депутат Илтумен, Салданского района. Да, Владислав, я еще хочу дополнить. Если выйдет Удовенко Иван Иванович, ему есть что сказать, он продолжит за выступление. Да, видим, Салданского района еще есть Иван Иванович Удовенко. Он депутат районного совета. Нет. Он председатель... Нет, он председатель Алданского районного общественного совета. Да. Ну, депутат, председатель районного совета. Александр Нет, он не депутат. Федоров, заместитель директора Института мерзлотоведения, наш научный эксперт. Александр Витальевич Жураковский, вот председатель вновь созданного общественного движения, он главный эколог движения «Гражданский комитет России». Александр Ариносов, юрист, тоже работает с нами по вопросу АМГИ Алданского района. Афанасия Павловича вы знаете, это руководитель фирмы «Японец». Он тоже в нашем общественном движении давно работает. Так, Иван Валентинович Степанов, руководитель комитета СИР и тоже активист. Дальше кто у нас? Иван Иванович Удовенко, вот сказали, председатель районного совета Алданского. И я, Владислав Коротов, мы занимаемся с этой весны вопросами рубок леса в Алданском и Амгинском районах на бассейне реки Амги. Но в последнее время мы приняли решение о том, что не будем ограничиваться только вопросами только реки Амга. Очень много у нас злободневных вопросов в Нерюнгринском районе, в Алекминском, в Ленском, где действуют промышленники, в Миннинском, на западе Якутии, на севере тоже, как мы знаем, и где работают золотари, и где действуют наши сборщики бивня и так далее. Везде есть у нас очень большие проблемы. Поэтому было принято решение собрать все общественные экологические организации, и позавчера буквально мы приняли решение о том, что будем объединяться, и сейчас идет такая работа. Мы связываемся с активистами в районах, с действующими и ветеранами экологии, и будем налаживать такую систематическую работу по территории всей республики. Вот сейчас разрешите мне предоставить слово Александру Николаевичу Федорову, рассказать о том, что у нас сейчас происходит, может произойти в связи с тем, что будут масштабные рубки леса. Александр Николаевич, пожалуйста. Здравствуйте все. Слышно, да? Да, слышно. Ну, я обычно, от чего начну? Наверное, начну с того, что наша природа очень сильно меняется. И, конечно же, мы пытаемся, вот ученые со всех институтов, Якутского научного центра, университета и Института мерзлотоведения, мы пытаемся вот разъяснить людям, что же происходит с природой, какие процессы идут при потеплении климата. И, конечно же, мы выступаем всегда и пытаемся как-то вот рассказывать, но у нас не всегда аудитория большая, и очень многие люди это не слышат. И, само собой, и сегодня я с радостью перешел, что вот сегодня будут журналисты, общественники, и, конечно, вот это они могут довести до людей
очень популярно и внятно, что же происходит с природой. И вот на днях вот в социальных сетях идет очень хорошая вот эта видеосъемка деградации вечной мерзлоты в Чурапче. Это сняли журналисты BBC, и, конечно, это дает очень большой эффект. И то, что потепление идет, и природа уже не развивается по тем законам, по которым мы планируем. Наши производственники планируют, не зная, планируют освоение вот этих земель, мерзлотных земель. И эти мерзлотные земли как бы неадекватно реагируют на эти наше освоение. И что же может произойти? Я в прошлый раз показывал слайды, что же может произойти, если будут вот масштабные вот такие вырубки лесов. Ну, начиная вот с Алданского района, как-то вот я предлагал, вот я думаю, что здесь вина очень большая нашего руководства. В первую очередь это Министерство охраны окружающей среды. Конечно, они не могли, не зная, что происходит с природой, они не должны были выставлять вот такие, вот эти аукционы и так далее. У них есть научно-технический совет. Почему этот научно-технический совет не остановил вот это решение руководства Министерства экологии? Я вот это удивляюсь. Вроде там работают нормальные люди, и они должны были остановить. Или совсем не советовались. Потом общественники тоже говорили, что общественных слушаний никогда нигде не было. Вот алданские вот, общественники, они говорили, что они и первый раз, когда вот услышали это, когда произошел аукцион уже окончательно. И мы тоже. Конечно, можно было бы, если с нами посоветовались бы, с наукой, с общественностью и так далее. И, конечно, тогда вот такого сыр-бора у нас не было бы. Конечно же, и поэтому то, что вот надежда на то, что вот новое общественное движение общее появилось, появляется, и там авторитетные руководители, это известные экологи, общественники. Я надеюсь, что вот этот наш голос будет слышен. А то, что вот сейчас, вот это через вот Верхнюю Амгу, там Алдан, мы говорим, потому что мы вот дуплетом уже после решений работаем, а мы должны были работать впереди. И мы должны были останавливать вот эти процессы. Потому что я показывал, почему вот в Амге в советское время леспромхоз работал. И до сих пор, где работал этот леспромхоз, практически восстановления лесов нету. А почему? Потому что уже мерзлотные процессы не дают. Почвы все смыты, грунты все смыты. На голых вот это коренных породах, конечно, ничего не будет расти. И такая же ситуация, но предстоит, наверное, если будут осваивать вот эти два участка в Алданском районе. Я боюсь, еще вот Владислав Петрович сказал, что то, что объединились экологи, это очень хорошо. И, конечно же, Якутия не только заканчивается вот этим Алданом, но у нас есть очень много лесных ресурсов в Ленске, Алекминске, Нерюнгре, Усмае, вот, и Покровске тоже, вот, Хангаласском улусе. И, конечно же, вот эти
чтобы вот это остановить, конечно, нам надо очень сильно работать. Потому что работа действительно, то, что вот экспедиция была экологическая, Валданский район, вот на днях, вот результаты, ну, там Владислав Петрович, наверное, огласит, наверное, и, конечно же, это дает возможность, что мы можем какие-то вот эти делать так, чтобы наша природа была жива. Вот на этом я, наверное, закончу. Если потом вопросы будут, я постараюсь отвечать. Хорошо. Да, спасибо большое. Спасибо. Так, теперь Кто мы второй спикер, Владислав? слово предоставим Розе Васильевне. Пожалуйста, Алдан. Я всех приветствую. Солнышкина Роза Васильевна, народный депутат Республики Саха-Якутия. Здесь действительно собрались сегодня неравнодушные члены общественных организаций, ученые, депутаты, правозащитники с большим желанием отстоять природу республики от тех бед, которые нависли над нашими территориями. И если вот посмотреть наш Алданский район, что представляет собой промышленный район по золотодобыче и других законсервированных полезных ископаемых, и если посмотреть на наш район с высоты птичьего полета, то мы увидим вместо речек многочисленные отвалы, своего рода лунные кратеры от переработки грунта и вывоза руды на золотоизвлекательную фабрику поселка Нижний Куранах. На протяжении многих лет замалчивались и накапливались проблемы, связанные с радиоактивными отходами, с загрязнением рек и речушек. Сколько и каких там старателей моют золото и сливают отходы в реки и речушки, нам неизвестно. Стараюсь отслеживать по местным газетам «Алданский рабочий» и «Возрождение Алдана», как реагируют представители Росприроднадзор на нарушение золотодобычи в Алданском районе в целом. И даже вот потому, как я дважды поднимала тему защиты лесов Алдана и Амги на страницах газеты «Алданский рабочий», надеясь на реакцию Роспотребнадзора, полное молчание. Ко мне обращаются энтузиасты охраны природы города Томмота по поводу зарастания особо охраняемых природных территорий двух озер под носом у лесничества Алданского района в черте города Томмота. Бьется как рыба об лед. По этому вопросу уникальный человек, патриот и энтузиаст охраны природы своего края Агафонов Анатолий Константинович. И та же реакция полного игнорирования и молчания со стороны лесничества. А ведь стоит эти озера очистить и могут приносить пользу жителям Томмота ценным удобрением сапропель. Мало этого, ранее те же энтузиасты занимались зарыблением этих озер. Но ведь нужна поддержка всех заинтересованных сторон, и в первую очередь лесничество должно было помочь им в этом. И теперь еще одна застарелая, но острая проблема. Ко мне в начале сентября этого года обратилась группа жителей поселка Лебединый с особым мнением, в котором излагают свои тревоги по состоянию экологии на территории поселка. И вот я зачитаю сейчас вам это обращение. Поселок Лебединый находится в Южной Якутии, в 24 километрах от города Алдана, в гористой местности, является первенцем золотодобывающей промышленности Алданского района и Республики Саха-Якутия. Основан поселок Лебединый в 25 году, когда появились первые шахты, тут они называются, и шла обработка руды особым методом. В 30 году построили фабрику законченного цикла обработки. И были открыты первые шахты, тоже тут несколько названий: водоносные, подгорные, черные, осенние. Естественно, появилось, внимание, обратите внимание, первое хвостохранилище, где скапливались
хвосты, то есть отработка всего технологического процесса. В 60-х годах выстроили второе хвостохранилище, находящееся в 6 километрах от поселка Ленинский, не Лебединый, Ленинский, вот 2 поселочка. Контроль за содержанием цианидов на хвостохранилище вела, значит, до закрытия Лебединская золотоизвлекательная фабрика, которая была закрыта в 1994 году. Кто теперь осуществляет контроль за гидротехническим содержанием 4-й группы опасности, неизвестно. При проведении взрывных работ интенсивного действия может сработать детонация, возможен прорыв дамбы, который чреват для жителей поселка Ленинский. А поселок Ленинский расположен по руслу реки Большой, по руслу речки Большой Куранах в 6 километрах. Я прошу прощения, еще 2 участника немножко с опозданием подключились. Можно не прерывать, сразу подключайте их просто. Да. Куда пойдут, это те, кто получил ссылку. Без так анонсирования подключайте. Да, извините, Роза Васильевна, такая просьба, да, нужно, в принципе, не зачитывать полностью обращение, а суть объясните нам на электронку или в WhatsApp отправить. Давайте вот нет, только я что хочу сказать. От этой детонации, от взрывов, которые происходят на горе, буквально в черте поселка Лебединый, могут эти хвостохранилища прорваться, и все вот эти вот отравляющие реактивные вещества по речке Нижний Куранах, от дамбы, прорванной от детонации взрывов, все это ринется в 6 километрах в низине расположенного поселка Ленинский. Это раз, это первое, вот то, на что обращают свою тревогу жители. И теперь, вот на этой горе, которая была красой в 70-е, 80-е годы, вдруг стали происходить какие-то непонятные действия. То есть появляются всевозможные то ли предприниматели, то ли старатели, неизвестные, значит, копатели вот этих шурфов глубиной 5 метров, шириной 3 метра, и изрыли вот эту уникальную гору, где произрастали уникальные растения, растения стланник, растения, находящиеся в Красной книге, это редкие виды кедра. Я никогда не знала такое растение, как шикша, за которую японцы платят огромные деньги. Что это за... Или лекарственное растение, или это ягода, или что это такое. Но вот за этой шикшей охотятся наши иностранцы. И поэтому тревога, понятно, вот этих жителей, которые, значит, боятся, что вот эти вот все технологические отходы сливаются в ту самую речку Большой Куранах, которая двигается со стороны Лебединого в сторону поселка Ленинский. И вот эта инициативная группа, вот она и задает мне свой вопрос в том плане, чтобы я действительно на сегодня реагировала вот на этот острый тревожный сигнал. Но я бы хотела дальше, чтобы Иван Иванович Удовенко продолжил тему, которую бы он тоже хотел высказать. Пожалуйста, Иван Иванович. Добрый вечер. Вы меня слышите? Да, слышим, Иван Иванович. Да. Добрый вечер всем участникам. Удовенко Иван Иванович, председатель Общественного совета Алданского района и председатель Алданского совета по защите природы. Значит, ну я прежде как бы не хотел немного... Да. Алло, слышите меня, да? Да. Говорите. Да. Значит, я прежде всего хотел бы вернуться как бы немножко назад, то, что как бы... Роза Васильевна сказала и предыдущие. Прежде всего, то, что мы спектр своих вопросов и внимания, это хорошо. Но я думаю, что для людей будет очень важно, и для нас всех,
прежде всего продолжить и завершить программу по защите рубки вот этих лесов. Потому что если мы будем начинать какие-то темы поднимать и останавливаться на них, и бросать их, то у нас будет ни авторитета, ни поддержки населения. Это прежде всего, что я хотел как бы высказать свое мнение. И вот эту тему сегодня надо продолжать, хоть как бы сегодня я поддерживаю Александра Николаевича, руководство нашей республики почему-то пошло назад и сказало, что у нас там всего 3% рубки. Никто не против рубок, только надо все это подходить грамотно и смотреть, в каких местах и в водозащитных этих районах и как бы зонах, и где ученые говорят, как бы, где там вечная мерзлота и произрастают дикорастущие растения, которые занесены в Красную книгу, их надо охранять и вообще из этой темы вычеркивать и убирать. И это надо отстаивать до конца, что бы там нам ни стоило. Вот мы написали, там подготовили письмо к президенту Путину. Сегодня в Алданском районе наши, значит, члены Алданского совета по защите природы начали сбор подписей населения. Вы пропадаете. Как бы вот этих всех высказываний. Наше руководство, все остальные, они вынуждены будут прислушаться к мнению населения двух районов, общественности и всех людей и ученых. И мы в конце концов добьемся положительного результата. И от этого наш авторитет только вырастет. Это вот как бы преамбула, с чего я бы хотел начать сегодня свое как бы выступление и участие. Дальше, значит, я что бы хотел поднять. Вот в нашем Алданском районе очень большая проблема. Она не новая, она как бы давно, это середина как бы 20 века, эта тема, но она замалчивалась и не поднималась. Она поднялась как бы тут неожиданно в связи с обследованием при проведении республиканской СЭАХа. Когда сюда приехали Роспотребнадзор республиканский, начал проводить замеры, выявилась проблема огромная, наличие радона в питьевой воде. Ну, как бы мероприятие провели, все это молчали. В начале 2019 года, значит, наших представителей Роспотребнадзора, республиканские органы спросили, что сделано за этот период. Ну и в результате началась как бы кампания по наказанию директоров школ. Были выписаны по 25 тысяч штрафы. Ко мне, как председателю общественного совета, обратился один из работников образования и говорит, ну, включитесь в эту проблему. Причем здесь директора школ? Я как бы начал заниматься этой проблемой, подошел, у нас есть... Иван Иванович, а можно вопрос, пожалуйста? У нас есть основная тема, да, Владислав? По рубкам леса, может быть, мы сначала начнем нас погружать в тему, а потом уже мы хотели второстепенные. И регламент можно, пожалуйста, соблюдать? А то мы так просидим 2 часа. Регламент какой? Тема основная по 5-7 минут говорили. По регламенту. Значит, я думаю, что однозначно наше население Алданского района против вот этих, я уже высказывал на аукционе, что Агеев обманным путем Алексей Николаевич ввел в заблуждение комитет Элтумена, что никакого пополнения бюджета и выдачи заработной платы не будет. 3 миллиона для республики – это мелочь, это мизер. Он даже не решает какой-то частный вопрос. Затем как бы то, что рабочих мест тоже не будет, потому что придут специалисты с техникой как бы по вырубке лет из других регионов. Это второе. Не будет налогов. Почему? Потому что это 2 подставные фирмы Ангара и Вудленд. Они зарегистрированы в Иркутске. То есть налоги опять же пойдут по месту регистрации. Дальше. То, что как бы, если мы говорим и сравниваем с лесоперерабатывающими предприятиями якутскими, то здесь глубинной переработки не будет. Дерево будет спилено и моментально тут же отправлено на станции для погрузки и полностью будет вывезено в Китай. То есть Якутия с вот этих 2 организаций
при вырубке на 49 лет на территории 220 тысяч гектар ничего не получит, кроме проблем. И почему-то это никто не хочет понимать с руководства. И Агеев, и как бы и министр экологии он даже поддержал, и даже как бы пошли наезды на нас, на алданцев. Некоторых предлагают уволить с работы, на меня дело уголовное возбудить. Ну пусть возбуждает там как бы господин министр экологии. Мне как бы это сильно не беспокоит. Вы имеете в виду Фомина Афанасьева, да? Конечно, конечно. Когда было 2 недели назад ВКС уже без нашего участия с главами районов, он предложил у одного уволить его работника, а против меня возбудить уголовное дело, то, что я оскорбил Агеева за то, что он крышует. Вот этот... Извините, пожалуйста, вот мы немножко не в теме журналиста. Агеев это кто? Агеев это начальник министра экологии. Начальник чего? Департамента лесного ресурсов и заместитель министра экологии Республики Саха-Якутия. Сегодня 2 ведомства, экология и лесной департамент, объединены. То есть получается сегодня вместо того, чтобы защищать экологию, Министерство экологии является как бы ее разрушителем. На этом Спасибо, поняли. Спасибо. На этом ВКС также Александр Николаевич Федоров изложил все это и объяснял, что там не все даже ученые знают петь. Алло. Вы Слышите пропали. меня, нет? А? Сейчас слышно. Отключили? Сейчас слышно. Сейчас слышно. Договорите, Александр. Иван Иванович. А? Сейчас слышно вас. Могу говорить дальше, Говорите. Да. Говорите. Да вот смотрите, получается, Маслобойника можно понять. Он, будем говорить, задолженник по налогам более 50 миллионов в Иркутске. Он там, на него накопали столько, является как бы... его даже вообще допускать к этим видам работ нельзя, потому что его деятельность постоянно связана с нарушением законов и экологических, и финансовых, и все остальное. В то же время его проталкивают. Уже даже не говорим, что на первоначальном этапе его не было. То есть при проведении аукциона господин Агеев, который командовал и контролировал проведение аукционов, нарушил прежде всего вместо 65 дней после объявления начала принятия участников на конкурс, провел аукцион через 30 дней. Вместо того, чтобы минимум должно быть 2 участника, он как бы всего 1 участник в аукционе участвовал. То есть, понимаете, создались такие условия, что эти 2 фирмы прошли как бы под патронажем. И как бы это нравилось, не нравилось Алексею Николаевичу, у меня другого мнения нету. Потому что когда мы Скажите, пожалуйста, минуточку. Иван Иванович, когда был этот конкурс? Когда был этот аукцион? Конкурс проведен 30 декабря 2019 года. Лена, мы документы все предоставим. Лена, я же отправлял документы. Нет, отправляли документы, это нам же, журналистам, тоже время надо это погружаться. Лучше, мы же для этого и собрались, чтобы понять и погрузиться в тему. Вы извините, если я вопросы в конце будете задавать, пожалуйста. Елена, уважаемая... людей не будем прерывать. Для вопросов... Хорошо. Давайте. Уважаемая Елена, можно вопрос Елене? Да, конечно. Елене. Уважаемая Елена, мы группа экологов, которые все собирают материалы. Мы специально на вас работаем, специально вам отправляем документы. Чиросов Михаил Михайлович. Я сейчас в больнице, поэтому не включаю видео, но голос мой знает. Уважаемая Лена, уважаемые журналисты, мы на общественных началах вам предоставляем все материалы, все собираем, делаем. Большая просьба, материалы изучайте тоже хорошо, потому что вы сейчас как-то воспринимаетесь мною людьми, которые дайте, расскажите, все детали спрашиваются. Вы не готовы к этой пресс-конференции, которую мы готовили. Так, извините, минуточку. Мы организатора конференции предупреждали, что тем очень много сегодня актуальных. Мы тоже все охватить не можем. Поэтому наш экспертный клуб собрался для того именно, чтобы понять эти темы, уточнить. Поэтому мы собрались
И спасибо за информацию. Давайте мы начнем обоюдно работать со всех сторон. Мы же тоже не все профессионалы во всех тонкостях вещах. Кто-то биолог, кто-то не юрист, да. Кто-то юрист, но не биолог, не мертвецовед. Мы все объединились, все подумали и концентрат вам даем. Большая просьба, тоже активно вот эту нашу встречу использовать на будущее. Ну и как-то заранее. Мы-то старались. Я, например, не специалист по мерзлоте, но я доклады Александра Николаевича Федорова все карты смотрел, изучал. Не приходилось заходить на ту зону комфорта, которой я, может быть, не хотел бы заходить. Хорошо? Большая просьба. Давайте совместно работать. Спасибо большое. А мы и работаем, поэтому сегодняшняя встреча, поэтому пока вот эти сроки, например, когда был аукцион, я уточнила, извините, что перебила нашего спикера, да, просто когда мы потом будем говорить о других темах, а вдруг это забудется. Поэтому спасибо еще раз и продолжаем. Один вопрос можно задать, а? Вот всем сидящим. Я так понимаю, что в Алдане, что в остальных основная тема это то, что государство не учитывает местное население, делают аукционы, даже деляны выделяют без вашего согласия. Я правильно понял? Однозначно. То, что общественного мнения не было, то, что обсуждение, то есть не проводилась этнографическая экспертиза. Тут, понимаете, ситуация такая, что даже... То есть правительство Якутии или же кто-то там, или Москва, просто я в теме, да, но хотелось бы четко понимать. Вы сейчас рассказали о том, что нам рассказывают, там будет великое месторождение, которое нас обогатит. Я правильно понял? Но там происходит совсем другое сейчас. То есть исчезает природа. Там никакого месторождения не будет, понимаете? Получается, я понимаю, в Алдане там все изрыто, но мне на сегодняшний день хотелось бы от вас не сколько петиций. Мы же все это проходили, ребята. Вы давайте нам конкретику в том плане, в чем мы можем вам помочь. И сейчас мне просто интересно, вы говорите, там мерзлота, там это понятно. Есть конкретное министерство и ведомство, которые выделяют эти территории, и которые конкретно с вами не согласовывают. Спасибо. Да, вот понимаете, ситуация в чем? Смотрите, будем говорить, по законодательству есть процедура проведения аукционов, да? Она нарушена. Есть человек, который занимался, контролировал проведением этих аукционов. Это Агеев Алексей Николаевич, замминистра экологии Республики Саха-Якутия, который сидел на ВКС, когда мы проводили его месяц назад, и отвечал, все вопросы задавались маслобойнику, ответы давал Агеев Алексей Николаевич. Вот вы понимаете, я не могу понять, как простой человек, почему орган, который должен контролировать, который должен пристально подбирать участника, да, и чтобы кто-то был нормальный, как правильно сказать, выиграл в этом деле. А он его крышует, защищает, подсказывает. Ему говорят ученые, у нас все ученые даже не знают краснокнижных этих всех растений, а он говорит, у них образованные специалисты. То есть, понимаете, мы что хотим именно от журналистов? Чтобы вы подняли эту тему, чтобы это получился резонанс республиканского или российского масштаба. Для чего? Когда будет вопрос озвучен на таком высоком уровне, никто не посмеет не посчитаться с мнением целых 2 районов. Амгинский район полностью поднялся, начиная с простого народа, депутатов районного совета, руководства муниципальных образований. Они подписали петицию, вышли на Элтумен, комитет по малочисленным народам поддержал. Голомарева 4 раза задавала вопрос на видеоконференции, которую проводил Милан, Министерство экологии. Сахамин Миланович, что будут делать малочисленные народы после вырубки леса, ухода зверя и загрязнения рек? Чем они будут жить? Объясните. 4 раза никто не ответил. То есть, получается, сегодня не слышат
вот эти слуги народа, мнение самого народа, понимаете? И это вот это очень страшно. И даже когда было, будем говорить, Арсений Сергеевич Николаев давал как бы результаты по ковиду, было сказано, что на АМГе не будет рубки. Это ведь его слова, публичные были сказаны слова. Сегодня уже такого нет. Сегодня мы ссылаемся на низкий процент рубок, то, что производится в Республике Саха-Якутия, и говорит, что рубки будут продолжаться на реке Амга. Ну так можно же найти места нормальные. Можно действительно, у нас как бы большой спектр по этим вопросам. Но это с глубокой переработкой. Это именно люди, которые будут работать во благо республики и будут понимать, как рубить, когда рубить и что рубить. А не приводить китайские компании, которые мы сегодня видим результаты от Урала до Дальнего Востока, где остались чистые поля, полностью все уничтожено, все вывезено, и кроме долгов и проблем, ничего там как бы эти местные регионы ничего не получили. Вот о чем речь. Вот поэтому мы хотим услышать и услышать от вас, как бы, если вам что-то нужно, какая-то информация, да, мы ее поможем, мы вам дадим, мы подключим население, но нам нужна и журналистская поддержка в этом вопросе для того, чтобы как бы вся Россия, все люди знали, что в Якутии живут люди, которые не могут просто так сидеть и молчать, ждать, пока придут вот эти китайские компании, натворят и уйдут молча. А потом как бы кто скажет, вы же сами виноваты, вы молчали, вы не поднимали как бы этот вопрос и не пытались остановить. Мы сегодня, общественность, ученые, экологи, все неравнодушные люди должны эту тему муссировать настолько, насколько возможно. Даже если нас 3-4 раза скажут нет, мы все равно должны повторять и биться в закрытые ворота до тех пор, пока вопрос не сдвинется с мертвой точки и не будет услышано мнение народа, который проживает на этой территории. Спасибо. Сейчас надо отменить аукцион любыми путями, я правильно понимаю? Да, видите, дело в том, что как бы это давно все сказали, аукционы только общественность может не суд отменить, иначе Роза Васильевна еще на ВКС просила Агеева и Сахамин Милановича в связи с тем, что они проводили и они инициаторы, отменить вот эти аукционы, но контракты уже подписаны. Документы договора выданы уже на руки Ангаре и Вудленду 24. Значит, ну вы же понимаете, там сделаны как бы экспертиза, выявлены ряд замечаний, очень серьезных в кавычках, это я утрирую, как не указано правильно количество объемов заготовки. То есть набрали мелочь вопросов, которые, знаете, для видимости. А вопрос должен стоять не о том, что где какие замечания и нарушения, а вопрос должен, что в этом регионе, где вечная мерзлота, где то-то, 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 хозяйственная деятельность запрещена категорически. Даже в советское время, вот как бы я вам доведу до сведения, в городе Тамоте был построен специальное учреждение, зона, для заготовки древесины в этом регионе 400 тысяч кубов в год. Но тогда ученые подняли эту всю тему. Это же не первый год исследования ведутся в этих как бы регионах. И послушались и отменили. Мало того, что в этих местах, где сегодня отведены площади под рубку, есть зоны, Верхнеамгинский резерват природный, есть особо охраняемые территории, понимаете? Мало того, что все эти земли алданские распределены между 40 общинами, которые сегодня как бы используют общины для ведения своих коренных видов деятельности и проживания. На это ничего не обращается внимания. Мало того, что последний ВКС, это вообще, знаете, вот как бы специально для журналистов это говорю, что прокуратура, значит, районный совет депутатов алданский обратился в алданскую прокуратуру по вот этому моменту. Прокуратура Алдана передала в якутскую прокуратуру природоохранную. И они озвучили свое решение на последнем ВКСе. Оказывается, надо судить и наказывать алданских депутатов. Они без разрешения создали эти резервные эти территории, не согласовав с федерацией. Оказывается, леса — это же территории как бы федеральная собственность.
А то, что в законе написано, что это совместная собственность Российской Федерации и местных субъектов, об этом как бы-то умалчивается, понимаете? Сегодня все говорят, что лес – это федеральная собственность, реки – федеральная собственность. Об этом живете, но мало ли что живете. Захотели мы сегодня творить будем что угодно. То есть, понимаете, сегодня даже закон трактует прокуратура так, как выгодно. Я думаю, что ей дали команду. Вот мое мнение, как простого человека, общественника, да, что вместо того, чтобы защитить общественность, население, поддержать ее, прокуратура вдруг выступает, как бы сказать, вы создали там резерваты, вы создали там зоны особо охраняемые, а какое вы имели право? А вы это не согласовали, понимаете? То есть получается, сегодня вместо, чтобы пойти населению навстречу, найти какие-то законные пути, приостановить, что Маслобойников там подставное лицо, что было то-то, то, то, о чем я говорил, да? А этого ничего не замечается. То, что нарушены там правила проведения аукционов, что не было там общественного обсуждения ни с депутатами, хотя Маслобойников, говорит, сидит, как бы не стесняясь, говорит, с депутатами было обсуждено это. А Князев сидит, говорит, когда это было? Когда вы с кем встречались-то? И местная администрация, как Татальников, который зам главы по земельным отношениям, как бы всем этим вопросам, он ему говорит одно, а они как бы не слышат. То есть, понимаете, получается, те люди, которые как бы стоят в защиту интересов населения по этим вопросам, их не слышат. Ищутся всевозможные пути для того, чтобы как бы наказать и сказать, вы еще против пошли, мы вас поставим на место. Я понимаю только так это. И народ понимает поэтому. Вы же понимаете, даже когда мы начали, ведь это же подняли коренные народы Севера. Некоторые товарищи начали говорить, давайте будем их отстреливать и сжигать. Мы говорим, не надо, это противоправное действие. Тем самым мы сами себя как бы в глазах общественности и государства дискредитируем и станем негативными людьми. Но если это пойдет, вы же поймите правильно, что столько людей, столько мнений, у каждого свой способ решения проблем. И если государство не будет понимать и слышать людей, и представьте, вырубить лес, уйдет зверь, уйдет соболь, уйдет норка, уйдет сахатый, чем будут жить народы, малочисленные народы? Ведь они сегодня получают мизер поддержки от государства. Они выживают за счет вот этого как бы проживания на этих землях. Ведь многие родовые общины живут в лесу постоянно, выезжают в город только по острой необходимости. Это ведь очень серьезно. Это не просто... Иван Иванович, да. И, Лена, если у кого возникнут вопросы к Ивану Ивановичу, еще дополнительные сведения от него получить, у нас останется время, мы поговорим еще. Сейчас мы хотим дать слово... Спасибо. Ну, меня спрашиваете, отвечаю, извините. Да. Не, я просто хотел Сейчас добавить, хотим дать слово Ивану давайте следующего спикера. Кто? Будет у Да, вас... пожалуйста. Иван Степанов, который на прошлой неделе ездили в экспедицию специально. У нас был заявлен спикер Иннокентий Аполлонович Федоров, но он сегодня не смог присутствовать. С ним ездил Иван Степанов. Пожалуйста, вам слово. Еще вопрос. Афанасий Алексеев же был первым спикером в программе. Есть, вот Афанасий сидит у нас, ждет очереди. Хорошо, спасибо. Владимир Петрович, спасибо большое. Большое спасибо всем журналистам и блогерам, которые отозвались на этот призыв. Я признаюсь, что мы без вас не сможем ничего сделать. Именно вот четвертая власть, да, вот СМИ, может нам помочь защитить наши леса, наши реки. Я хочу обратить внимание на некоторые позиции, которые вот часто в СМИ проходят. Да? Министерство экологии очень активно принимает, свое внимание заостряет на слове «вырубка». По закону вырубка вообще на территории вечной мерзлотой запрещена. Поэтому, конечно же, мы вот в своем обращении к президенту, в Генеральную прокуратуру, к Александру Сергеевичу, мы исключили слово «вырубка», везде писали слово «рубка». Но слово «вырубка», массовая вырубка, она очень популярная, поэтому вот иногда, когда мы перепечатывали, переслали друг другу, люди правили, писали слово «вырубка». Из-за этого вот эти ошибки иногда просачивались. Но
мы все-таки прекрасно понимаем разницу между рубкой и вырубкой, да, между выборочной рубкой и массовой вырубкой. Вот, поэтому и сплошной вырубкой, да. Вот. Хотелось бы, чтобы другие журналисты на этом не как-то объяснили народу, что вот это, что экологи не такие уж неграмотные, что их Министерство экологии поправляет. Но единственное, да, это все-таки единственный почему-то аргумент был Министерства экологии, на который они обратили внимание. А значит, по другим позициям они с нами согласны. Вот. Ну, во-первых, нужно сказать, что мы хотим, чтобы был вот нашим законодательным органом Илтуменом был принят наконец-то так называемый республиканский лесхозяйственный регламент. У нас есть лесной план, там вот эти все формальные документы, которые абсолютно не учитывают вечную мерзлоту. Вот Александр Николаевич в прошлый раз с демонстрацией очень хорошо показывал вот этот, где можно рубить. То есть мы же не против вообще рубки, да? Лес рубить нужно, у нас есть богатства, которые мы должны использовать. Но есть уязвимые места, где этого делать абсолютно нельзя, потому что, ну, во-первых, лес никогда в этом месте не восстановится. Во-вторых, превращать нашу красивую реку Амгу в селевые потоки, да, в грязные ручьи, ну, это будет преступление перед нашими детьми и внуками. Ну и про то, что мы, вот когда вот объявился этот аукцион, они абсолютно не взяли во внимание, ну, не только общественное мнение вообще, да, а то, что там есть КМНС, то, что там есть общины, вот их территории даже вот захватили, вот эти наши участки. Во-вторых, там охотугодие. Охотугодие, я понимаю, что формально как бы это не является препятствием в данном случае, но за каждым участком, где охотятся люди, там есть интересы охотников. И когда мы эти интересы сталкиваем с лесорубами, лесорубы очень жестко по этому поводу вообще могут получить в ответ, потому что охотники, они такие суровые ребята, а мы как будто бы провоцируем вот эти конфликты. Казалось бы, все по закону делается, но вот на то, что вот охотничьи участки и места, где они будут шуметь, рубить, там трактора, техниками туда-сюда гонять, всех разгонять, это вообще очень, конечно. И еще вот одна из зацепок, которые мы хотели бы отменить проведенные аукционы, то есть не итоги их признать недействительными, а, соответственно, недействительным сделать договора, это наличие краснокнижных редких растений на территории вот этих участков. И вот буквально несколько недель назад мы обратились к жителям, потому что нам нужно было срочно направлять экспедицию ученых в место произрастания этих редких растений. Дело в том, что вот уже осень, вы знаете, видите, да, все уже зеленеет, вянет, поэтому времени вообще было мало. Мы до этого пытались еще перед выборами, просили в администрации, например, Амгинского района открыть расчетные счета, но после того, как политика республики пошла на то, чтобы заявила о том, что вот вокруг вопросов с Амгой рекой есть очень много вопросов политического плана, что это предвыборная кампания может быть использована. Поэтому, естественно, мы в администрации этот счет открыть не смогли. Поэтому, чтобы не терять время, мы попросили председателя Амгинской инициативной группы «Защитим реку Амгу» Анну Зиновьевну Шишигину, это честный человек, финансист, открыть отдельную карту, отдельный лицевой счет на ее имя. Вся распечатка, все данные, кто отправил, сколько рублей, вплоть до копеек, там даже некоторые отправляли по 127 рублей, там кто-то по 75 копеек там в конце отправляли. Это у нас все есть, у нас все зафиксировано. То есть честность, прозрачность в этом есть. Я бы хотел, чтобы населению это передали, потому что люди сейчас не верят, когда забирают деньги под те или иные проекты. А действительно ли эти деньги дойдут до адресата? Они попадут ли в руки мошенников или что-то такое? Поэтому я хочу попросить журналистов, чтобы донести прозрачность и понятность вот этих сборов денег. Мы собрали
Вот на тот момент было там, по-моему, у нас 90, где-то около 90 тысяч собрали, или почти 100 с чем-то. Сейчас, на сегодняшний день, это уже 154 тысячи 167 рублей 75 копеек. Вот такая вот сумма собрана на сегодняшний день. Люди поверили, люди поддержали. И благодаря этому, ну, конечно, этой суммы не хватало в начале. У нас был бюджет 165 тысяч. Значит, часть мы заняли сами, там кредиты взяли и уехали. Вовремя уехали, слава богу. В месте, куда мы выехали, это поселок Верхняя Амга, вверх по течению проплыли, значит, и нашли много редких растений, Аня, в том числе... Слышно? Отчет это место. Значит, выехали, значит, в место поселок Верхняя Амга, значит, нашли место произрастания редких растений. Это таран амгинский, щавель якутский, вздутоплотник сибирский. И самое интересное, что таран амгинский, он же горец амгинский, да, он произрастает только в этом месте. Больше нигде в республике, нигде в России, нигде на планете это растение не растет. И поэтому ее потеря, это будет вообще, ну, скажем так, удар по, скажем так, по экосистеме. Поэтому, помните, в прошлом ВКСе, когда мы Маслобойникову задавали вопрос по поводу краснокнижных растений, он сказал: вы не думайте, говорит, что у нас лесорубы такие глупые, да? У нас они все с высшим образованием, лесники, они издалека, говорит, увидят это краснокнижное растение и будут его обходить. То есть такая циничная ложь, да, вот как бы все биологи возмутились. Что? Нормально. Не мешайте, Саша. Ага. Все биологи, значит, возмутились, в том числе Михаил Михайлович Чирос. Иван, у нас еще, извиняюсь, выступающие, да? Если что, мы в личке еще пообщаемся, какие-то уточняющие вопросы. Да, конечно. Итог подведите, пожалуйста. Я к тому, что вот эти краснокнижные растения невозможно найти, они очень невысокие, и под снежным покровом их будет не видно. И техника, которая будет туда заезжать, она все это сломает, растопчет, и мы эти растения потеряем навсегда. Вот. Что касается, я еще заметил, да, я все это на видео зафиксировал с координатами, со всеми. И что я вам могу сказать, например, да, Елена? Вот представьте себе, я захожу в лес, и там везде тонкомер, то есть тонкие деревца. Это места, где вот, видимо, был до этого пожар, сколько-то лет назад, да, и вот там успели вырасти только тонкие деревья. Вот таких толстых деловых деревьев там я находил, наверное, их всего на пальцах можно пересчитать. Они там у основания 40 сантиметров, но высотой, например, 15-20 метров. Это вот никак, по моим представлениям, на деловой лес, на который они претендуют, не годится. И самое интересное, что они в своем аукционе внесли сумму, точнее цифру 1,5 миллиона кубометров. Это значит, что на самом деле там даже в четверть, наверное, меньше или даже еще меньше. То есть уже несоответствие конкурсное. Поэтому необходимо провести лесоустройство. То есть должны выехать ученые, значит, сделать таксацию этой древесины. Сколько там объемов? Хитрость в том, что если по договору они себе написали 1,5 миллиона кубометров, и они эти 1,5 миллиона кубометров в этом участке не найдут, у них остается право вылезать за пределы. Потом им должны дать другой участок, чтобы они эти свои 1,5 миллиона забрали. Зачем это делается? Понятно. Вот. Тем более отдавать такой участок на непонятно, если там такого объема лесных, значит, леса нет, то для чего они туда идут? Есть предположение, что алданская богатая земля с золотом и другими драгоценными металлами, да, она интересует. Тем более у Маслобойникова, если вот поинтересоваться в его акведах, у него есть как раз-таки недропользование. То есть я могу предполагать, что, возможно, Маслобойникова не столько лес интересует, сколько то, что лежит под лесом. Вот с этой точки зрения необходимо нам, конечно, совместно с вами, журналистами, эту проблематику поднимать, но не для того, чтобы
допустим, ругать тех, кто принял решение, а искать возможности, как это остановить. Потому что у нас вот последние случаи показывают, что у нас в СМИ, в социальных сетях любят нападать на руководство, на артистов. Спасибо, Иван. Спасибо, Иван, большое. Мы вас поняли, услышали. Да, давайте перейдем к другому спикеру и оставим время для вопросов. Лена, я еще все-таки два пункта быстренько скажу. Нам необходимо принять федеральный закон о защите и охране вечной мерзлоты. Вот таких законов, к сожалению, на федеральном уровне нет отвечающих. У нас есть республиканский закон, который без федеральных законов, соответственно, не работает. Поэтому нам нужно вот это добиваться. И еще хотел сказать, что нам, вот нашему движению, да, вот совместно, где мы объединились, нам еле-еле удается сдерживать людей от таких вот немного кардинальных шагов, да, то есть митинги, пикеты и всевозможные такие акты протеста. Мы их сдерживаем, мы говорим, что, ребята, давайте это в юридическом плане сделаем. И считаю, что вот давайте с помощью вас тоже попытаемся этот вопрос решить мирным, так сказать, путем. Не будем повторяться там с другими регионами. Спасибо. Так, Спасибо. теперь слово Афанасию Павловичу Алексееву, зампредседателя ОПОРа. Петрович, родом из Амгинского района, поэтому не понаслышке знает вот эти места. Добрый день, все участники конференции. Очень рад, что присоединились блогеры, журналисты. Да, эту тему, конечно, надо освещать. Это уже лесорубы подошли к нашему дому. Я сам вырос в селе Анёсы в детстве, да. Это находится в верховьях реки Амги, и там в 70-х годах стоял леспромхоз. И вот Александр Николаевич в тот раз сделал очень хорошую презентацию, да, я вот покажу маленькую картинку, да, вот ровно вот примерно 50 лет назад вот желтыми видно, да, вот где леспромхоз рубил лес. Прошло довольно такое продолжительное время, да, и лес, как мы видим, да, это аэросъемка, да, и лес за эти 50 лет он не восстановился. И то, что вот они нам рассказывают, да, то, что все это восстанавливается, это возможно, да. Я предполагаю, в других регионах, да, где нет вечной мерзлоты, это Иркутская область, Амурская область, может, возможно, там и лес восстанавливается. Но в наших условиях, вот на протяжении продолжительного времени, как бы лес не восстановился. Я разговаривал с местными жителями, с охотниками, они все подтверждают, что там вообще завал, образовалось болотистое место, и никакой возможности пройти нету в этом участке. В следующем году я еще планирую, вот именно вот где работал леспромхоз, организовать тоже экспедицию, и там уже на месте вот это все сделать в видеосъемки. Большое спасибо нашим ученым, мерзлотоведам, которые нас поддерживают, да. И в следующем году я вот, ну, как бы планирую, если все получится, организовать тоже, ну, как бы экспедицию, чтобы вот это все официально задокументировать, все показать, что лес в Якутии на вечной мерзлоте не восстанавливается. И еще один вопрос, то, что очень плохо, конечно, то, что поменялась риторика наших руководителей. Вас не слышно. Так, прервалась. Прервалась. Вот где риторика говорил, там далее не слышно. Речь о руководителях зашла, сразу прервалось. Можно выключить видео, чтобы звук лучше шел. Афанасий. Так, что-то у нас со связью. Это я выключила видео, чтобы связь лучше была. Давайте слово пока другому. Какие-то потусторонние силы действуют. Руководство нельзя критиковать, поэтому сразу отключается. Да. Зум-то это американский же. Петрович, я можно скажу? Да, Александр Жураковский. Афанасий, мы подождем, пока у него связь восстановится.
А пока слово Александру Жураковскому. Но мы основные организаторы вот этого нового движения, мы все занимались еще Вилюйской проблемой. А вот сейчас попросили Амгинской заняться. Я что хочу сказать, да? Почему вообще мы с Амги все-таки взялись организовать вот это большое движение, да? Потому что, как вы помните, наши шаманы еще в начале 20-го, конце 19 века сказали, что придут железные люди с железными глазами и железными сердцами и будут грабить как бы нашу землю, да? Я думаю, что это время пришло. Мы все видим, вот, выгляните на улицу, пожар идет. Думаете, пожары просто так проходят? Кроме того, мы видим, что сокращаются медики, там, ну, то есть население наше пытаются с сельской местности в города выгнать, скажем прямо, да. Это все одна игра, мне кажется. На федеральном уровне и на региональном уровне принято решение, как в советское время говорили, начать освоение нашей республики Саха-Якутия. Климат улучшился, потеплее стало и так далее. Я разговаривал и с руководством того же Министерства природных защиты природы, да? Ну, они говорили, и все говорят, у нас слишком богатая земля. У нас море газа. В Мегино-Кангалском районе, посмотрите, вот, месторождение алмазов нашли. В прошлом году там лес срубили, между прочим, вот, журналисты, вы не знаете, наверное. Алросу просто заказала Якутсгеология обследовать. И они взяли лес, вырубили там, где находится особо охраняемая природная территория. Вот. И вместо того, чтобы эту, как говорится, наказать этих так называемых инвесторов, эту территорию вывели, место месторождения вывели из особо охраняемой природной территории. Поэтому вот пришло время, когда как бы нашу землю начнется очень сильное освоение. А это предполагает, что очень резко у нас будут большие проблемы с природой, в том числе в городе Якутске. 10 лет назад проблема с водой особо... Лена чистая относительно была, там, ладно, где-то Вилюй был грязный. Вот. Но сегодня этот вопрос уже очень острый. Я боюсь, что через 10 лет у нас везде будет грязная вода. Везде будет грязная природа. Началось освоение севера, освоение Арктики. Поэтому для того, чтобы мы могли защитить нашу природу, защитить наши земли, чтобы, нашу воду, вот мы решили объединиться и создать вот это данное движение. Вот. Поэтому мы не только решили лесом заняться, а объединиться и вместе с журналистами, с жителями республики. А это всех коснется, не только нас. Защитить нашу природу. Спасибо, что я хотел сказать. Спасибо, мы хотим успокоить жителей Амгинского, Алданского района. Иван Иванович, мы проблему вырубки лесов не бросаем, не останавливаемся на этом. Будем и дальше действовать. У нас как раз для этого создается большая группа. Вот, Афанасий Павлович, договорите, пожалуйста, доскажите, вот где вы начали говорить о том, что руководство нашей республики, да, и так далее. Вообще, вот, конечно, в последнее время поменялась риторика руководства республики, да, когда вот сначала мы с большой радостью, да, амгинцы, вообще все якутяне восприняли, когда Айсен Сергеевич публично сказал, что никаких рубок, ничего в Амге вообще не будет. Мы очень обрадовались, что вот это все дело остановится, на этом все мы как бы закроется, да. А позже уже пошли другие высказывания, то, что
это был предвыборный пиар. Этой осенью проходили выборы глав Амгинского улуса, и кандидаты эту рубку леса использовали в своих предвыборных агитациях. Но я как уроженец этого улуса, я и тот раз говорил, и этот раз говорю твердо, то, что ни один кандидат вот рубку леса не трогал вообще. Вот этого не было. Вот я твердо вот заявляю. И, конечно, печально то, что чувствуется, то, что уже наше руководство идет на поводу от Маслобойникова. Как-то уже чувствуется крышевание, или как это сказать можно. Вот это, конечно, очень печально. Мы выбирали нашего главу, он должен защищать нас, он должен защищать природу. Тем более первым указом у него... Указ об экологии 27 сентября 2018 года как раз хотела спросить. Да, вот этот указ об экологии. Конечно, это все очень плохо, да. И еще вот, конечно, вот сомнительная компания, вот Маслобойников Георгий Викторович, да, мы тоже вот с Александром Сергеевичем, как раз вот сейчас после меня, пожалуйста, дайте слово Александру Сергеевичу Ариносову, да, мы с ним изучали, кто он, что представляет, где он раньше работал, какой деятельностью занимался, и тут видно, да, то, что у него многомиллионные долги, да, тут все вот эти дела его есть, он даже не оплачивает за аренду той же земли, не платит, понимаете? И вот какой человек, он пришел и будет заниматься рубкой леса. Однозначно, и в Якутии у нас, он, если даже начнет этим делом заниматься, я не думаю, что у него проснется совесть, и он начнет платить по долгам. Это как бы нонсенс будет. И еще я хочу сказать то, что вообще вот если поднять вопрос недропользователей, да, вот мы говорим, вот инвестиционная привлекательность, вот недропользователи, они приходят к нам, платят, но вот вы же сказали, да, совершенно правильно, я поддерживаю, то, что налоги уходят куда? Уходят туда, откуда они пришли, да, работают якобы местное население, обеспечивает работой. Ну, возьмите случай с Чаендой, да, вот когда было массовое заражение вот коронавирусом, да, вот когда бортами вот авиакомпания Якутия, да, вывозила оттуда тысячами работников, да, там десятки тысяч работников. Сколько было с Якутии? Вы слышали хоть, чтобы один наш как бы представитель Якутии, да, там работал? Я вот, честно говоря, да, я не слышал. Вот такая крупная компания, а кто работает там? Китайцы, все, ну как бы... Откуда угодно, да, но только не с Якутии, да. И поэтому я еще хочу сказать, повторю то, что от недропользователей, да, на данный момент, да, у нас в республике пользы никакой нету, да. И еще вот один момент, да, с каких масштабов производится работа недропользователей, да. Я вот с супругой, да, этим летом с Чурапчи ехал в Якутск. И представляете, вот дорога Чурапчинская, она разбита вообще. Уже невозможно ехать. Благо, да, в этом году было засушливое лето, не было дождей, да. А так бы вообще там была бы катастрофа. И что я насчитал, да, вот с Чурапчи мы где-то двигались 2 часа на машине, да, и за 2 часа я насчитал 23 автоцистерны бензовозов, 23. И одна машина, знаете, сколько весит? 55 тонн по техническим характеристикам. Понимаете, какая нагрузка идет на дорогу? И это все идет недропользователям в сторону Аймекона, где добывается золото, понимаете? Поэтому от недропользователей на данное время идет только очень большой урон. Тем же дорогам идет урон, понимаете? Мы теряем все, а на самом деле республика ничего не получает. Я вот это хотел вопрос задать. И обязательно дайте Александру Ариносову, он расскажет подробно, вот кто такой Маслобойников, где, и то, что вот последние вот задержания были, да, вот в Красноярском крае, вот руководителя лесного хозяйства, да, Шеверды, там, по-моему, если там покопаться, вот следы вот Маслобойникова там тоже где-то просвечиваются. Большое спасибо, Александр Павлович. Тогда, Александр Ариносов, пожалуйста, расскажите вашу позицию, поделитесь. Ну, моя позиция какая? Я как юрист просто посмотрел на имеющиеся факты, как вот обычно предприниматели, особенно налоговые, заставляют проверять своих контрагентов. Мы вот решили посмотреть, кто есть Маслобойников. Но за Маслобойниковым Георгием Викторовичем у него история такая.
Основные интересные фирмы это ООО «ВОЗ Сиблес» и ООО «Севервуд». Ну, начнем по порядку, да. Это ООО «Сиблес», он осуществлял там свою деятельность, это с 8 июля 2016 по 11 декабря 2017. Ну, что здесь самое примечательное? Примечательное здесь то, что вот те говорили 2 исковых заявления. 2 исковых заявления, которые подает Красноярский край к этой организации. И в это же время у нас Маслобойников выходит из директоров этой фирмы. То есть по настоящему времени ООО «ВОЗ Сиблес» должна более 50 миллионов. Тоже за аренду лесов. Если посмотреть эти же леса, то у нас там тоже можно увидеть, что там идет не сплошная рубка, а там идет, получается, как санитарная рубка леса. Если мы еще немножечко умнее сделаем, откроем эти исковые заявления, там у нас есть данные земельные участки, да, то есть не земельные, а лесные участки, где производилась рубка. Можно посмотреть по космическому мониторингу, по Росреестру, то есть там мы рядом с этими участками можем увидеть, что там далеко не санитарная рубка шла. Я даже могу картинки скинуть сюда в чат для журналистов, вы посмотрите, если хотите, там можете дальше покопаться. Это вот то, что касается ООО «Сиблес». ООО «Сиблес» сейчас находится в стадии банкротства, то есть эти 50 миллионов фактически не оплачены. И кроме того, как вот мы все прекрасно знаем, недавно вот выходила новость о том, что как министр, получается, лесопромышленности Красноярского края, в отношении него сейчас возбуждено уголовное дело, да? Это Дмитрий Маслодутов. Это фактически как Маслобойников. И второе, это примечательная у нас фирма, это ООО «Севервуд», опять же, которая в настоящее время находится в стадии банкротства. Там же, если мы опять же в историю этой фирмы будем как бы смотреть, то мы опять видим там арбитражное дело на 10 миллионов, которое эта фирма задолжала, и опять ничего не оплатила, и в это же время у нас Маслобойников благополучно выходит из учредителей данной фирмы. Ну, чем эта еще фирма примечательна? О том, что тут у нас идут как бы следы и к Иркутской области, и у нас там есть следующий экс-министр, это Сергей Шеверда, в отношении которых возбуждено уголовное дело. И Сергей Шеверда у нас как раз был учредителем ООО «Севервуд». Ну, то есть, как мы видим, контрагент у нас не очень хороший, если будем проще говорить. То есть, как будут заниматься лесом, мы можем посмотреть вот по участкам в Красноярском крае. Ну, и это может быть все осуществлено на территории республики. Вкратце. Все, вот да? Так. Вопросы задавайте, да? Большое спасибо. Тогда, Владислав, переходим к вопросам, да? Да, пожалуйста. А можно, пожалуйста, первый вопрос от меня? Вот подвести итоги, и хотела я немножко разобраться в цифрах. Значит, аукцион с этим Маслобойниковым или с подконтрольными ему фирмами, да, был проведен 30 декабря 2019 года, верно? Да. Вот, на 49 лет он выиграл, да? Аренду выиграл этих лесных земель или как, лесных участков? Один договор. На 49 лет, да? На 49 лет, второй договор на 36 лет. ООО «Вудленд-24» и ООО «Ангара». Одна фирма на 49 лет, вторая на 36 лет. Общая площадь составляет где-то 225 тысяч гектар. Вот, общую площадь я как раз хотела спросить. 225 тысяч гектар. Надо уточнить, что на аукцион документы подавал не Маслобойников, а две подставные девушки по 20 лет. А еще можно уточняющий вопрос? Того, как этот контракт был выигран этими компаниями. Если уточнять как раз вот по этим компаниям тоже, могу тут тоже добавить о том, что если смотреть историю этих компаний обоих, то это фирмы-однодневки фактически, которые были созданы в 2016 году и фактически деятельность не вели до вот этих аукционов. И уставной капитал там 10 тысяч. Если мы будем смотреть, где эти фирмы зарегистрированы, это у нас офисная
организация на территории Иркутска, то есть, ну, никак она не может быть связана с лесом, и даже если смотреть ту же хозяйственную деятельность, 5 миллионов они взять просто не могли, потому что нулевые балансы до этого. Александр, еще вопрос, вот речь про 1,5 миллиона кубометров, это о чем шла? Вот эта цифра звучала у кого-то, вот сразу не уточнялись, поэтому приходится переспрашивать. 1,5 миллиона кубометров, это о чем была речь? Что они могут за границы пойти, если не возьмут вот эти 1,5 миллиона, не будет хватать, и могут пойти там на другие участки. Это о чем была цифра? Это говорилось о том, что там леса на самом деле меньше на этих участках, которые выиграл Woodland, получается, у нас, и Ангара. И в случае, и лес там не деловой, то есть там фактически завышенные как бы объемы леса, а фактически там вот 1,5 кубометра всего лишь. И в случае, если по тем объемам, которые приобрела вот эта фирма, они не будут вырубать, то они могут запросить дополнительные объемы леса с соседних участков. Вот о чем здесь речь идет. То есть вот эти 1,5 миллиона кубометров, это и есть вот эти, как мы сказали, расчетный объем 225 тысяч. Это фактический объем, который есть там, а не который идет по аукциону. Объем. Но это примерно тоже. Что не так, смотрите. Нет, если вот их На самом деле, Елена, на самом деле это заявленный объем. Гектаров, это в кубометрах сколько? 225 тысяч, которые есть в договоре, это в кубометрах сколько? Или как это считать-то? 1,5 миллиона это только на одном участке. Лена, когда проходил ВКС, был задан вопрос. Господин Агеев сказал, что после учета вот этих делян средний запасы древесины на гектаре составляют 150 кубов. Это делает подсчет лесной инженер. И когда вот и ведется там как бы подсчет объемов, сколько должна организация заготовить, лесники, как надо давать, честно, завышают. Почему? Ну, я как бы в свое время в артели Наглей был первым замом и занимался лесозаготовкой. Лесники берут плату из тех расчетов, которые сделал лесной инженер. Поэтому лесничество всегда как бы заинтересовано в завышении вот этих цифр. Да, завышает цифры. А потом трудно доказать, сколько ты как бы заготовил, потому что с лесничеством лесозаготовители обычно никогда не скандалят, потому что всегда много нарушений, за которые можно нас всегда поставить на место. Поэтому из расчета 150 кубов на гектар. Вот они, наверное, приблизительно посчитали, что с одного участка должны они заготовить 1,5 миллиона, о чем говорил Иван Валентинович. Видите, если там как бы договор очень шикарный. Почему? Потому что затраты вот эти две организации на восстановление леса не предусмотрены. Там самовосстановление. То есть идеальные условия созданы для того, чтобы вот этот маслобойников никаких затрат помимо лесозаготовки не производил. Спасибо, хорошо. Да, еще Александр есть, коллеги, вопросы? У кого-нибудь? Пожалуйста, можете документы Лене отправить или сейчас кому нужно, пожалуйста. Ну, я могу копии решения арбитражного суда вот тут в чат скинуть, и то, что вот я просто фотографии сделал, для примеру, по тем лесным участкам в Краснодарском крае, то есть там даже если приближать, видно о том, что там идет сплошная рубка, ну никак не санитарная. Я сейчас скину прямо вот сейчас. Да, Красноярском крае. А коллеги, еще будут вопросы у вас? Кто-нибудь? Я хотел отзовитесь. Спросить, наверное, больше юриста, да, есть возможность обратиться в УФАС для отмены аукциона? Дело в том, что, я так понимаю, главный критерий аукциона нарушен, и можно же к ним обратиться. Ну, тут, понимаете, если у нас руководство как бы заинтересовано в этом решении, всегда можно найти обоснование того или другого. По этому вопросу идет сейчас работа, в УФАС подается, но тут надо смотреть о том, что мы не сторона аукциона, общественники. А жалобу может подать только участник аукциона. А как мы знаем, на аукционе был только один участник, это Ангара и Woodland. Некому подавать. Некому подавать.
Поэтому спасибо, понятно. УФАС может просто сослаться о том, что вы не сторона, и отказать в принятии обращения. Все. У нас остается одна прокуратура, но прокуратура тут уже все озвучивали, как отвечает. А тогда, получается, кто заказчик-то? Если так вот четко понимать. Аукционы же, техническое задание, так понимать, то у нас это вот и получается наше министерство, заказчик и исполнитель. Департамент лесных отношений заказчик у нас там. Они все проводили. И вопрос... А как они могли заказывать, если это федеральное? Что-то я вот здесь немного не стыков. Нет, там идет федералы. Рослесхоз, вы в Рослесхоз обращались? Он является же уполномоченным органом федеральных, по федеральным лесам, он является уполномоченным органом нашей республики. И в договоре у них там, кстати, написано о том, что отменить этот договор нельзя в одностороннем порядке. Помните, да, в обычных договорах бывает, что договор может быть отменен в одностороннем порядке, а здесь написано только по решению суда. Можно реплику добавить, как в отношении УФАС? Вот я как... Вы меня все слышите, да, Солнышкина Роза Васильевна? Я хочу сказать, что я как член рабочей группы Илтумен, мы делали с Голомаревой запрос в управление УФАС, так, и получили ответ. Сейчас я не могу вам этот ответ зачитать, но ответ от УФАС у нас есть. Это реплика. А Спасибо. какое содержание вы сейчас можете просто своими словами сказать? Ну, там они именно обращают внимание на нарушения, на определенные. Я сейчас не могу точно сказать, потому что это было, ну, месяца 3-4 назад, поэтому этот документ есть. Тогда вы попозже будем можете ждать. нам переслать его? Куда? Ну, мне, например... Можете переслать. Дело в том, что 25 числа будет открытый ВКС УФАСа. 25 числа, да? Угу. Послезавтра? Да. А Роза Васильевна, тогда отправите ко мне, да? Почту знаете. Вы, друзья, у вас, в прошлый раз... У меня есть ваш электронный адрес, да? Вот по поводу порядка, да, проведения. В прошлый раз прокуратура на ВКС сказала, что... В прошлый раз на заседании ВКС, значит, прокуратура сказала о том, что были нарушения в том плане, что объявления были в письменном виде и на сайте. Так как были найдены ошибки в письменном виде, но ошибок не было на сайте, то это типа не является нарушением. Вот так вот прокуратура в прошлый раз прокомментировала. И для меня, может, немножко непонятно, зачем лесничеству столько леса, я что-то вот не понял. Они же государственный орган. Кому они этот лес? Куда они его? Зачем? Ну вот, я, кстати, вот хотел добавить, загрузил я фотографии примерные по Красноярскому краю. Вот, и загрузил решение арбитражного суда, где указаны вот деляны, где проводилась рубка. И загрузил, как бы скинул ссылку на статьи по Шиверде. То есть вот для журналистов можете ознакомиться. В чате есть, вот они, можете скачать. Да, в чат я вот скинул. Скачайте, пожалуйста, и вот пользуйтесь. Можно еще вопросы озвучить? И если мы сегодня, вот у нас уже 1,5 часа почти истекли, если мы не сможем это сейчас обсудить как-то в личке или письменно, или в аудиофайлах, да, вот такие вопросы вот есть в интернет-издании в Якутии.ру. Первый, какова позиция глав 2 районов, Амгинского и Алданского? Второй вопрос, насколько активна ваша проблема, ну не ваша, а наша общая республики, да, вот связанная с рубками Верховья Хамге, освещалась в наших государственных СМИ. Третий вопрос, вот, который тоже родился в ходе обсуждения, да, а раньше вот при Егоре Борисове, при Штырове, вот такие проблемы вот с такими аукционами, с такими нарушениями возникали или нет? Еще вот какие еще темы, проблемы вы собираетесь поднимать в своем новом общественном движении? Кстати, наше издание вас поздравляет, это очень действительно
мощное событие в нашей жизни, наверное, да, общеполитическое. Поздравляем, желаем вам успехов. И еще один такой вопрос. А перед этим аукционом, который, вы говорите, был вот перед Новым годом, да, в новогодние праздники 2019 года, не было ли общественных каких-то слушаний проведено вот в этих двух районах или в республике? Так, и следующий Александра, вопрос. можно я позже вам перезвоню? У меня ВКС идет. Да, и Алло. У меня ВКС идет. Можно я позже перезвоню? Сроки мы с вами подытожили. Вот. И еще вот хотелось как раз, вот Афанасий Павлович опередил меня, хотела спросить, вот как раз у нас сегодня, ну, приближается День государственности Республики Саха-Якутия, да, с наступающим праздником всех вас еще раз. И, как помните, ровно 2 года, 27 сентября 2018 года, первым указом после инаугурации главы Илдархана нашей республики Айсена Сергеевича Николаева был им подписан первый указ, отраслевой стратегический указ об экологии. Хотелось бы узнать в целом, даже не касательно вот этой темы, оценку экологов вашего общественного движения, вот насколько хорошо реализуется этот указ, какие есть первые, может быть, итоги, какие плюсы-минусы. Вот такой вопрос. И следующий вопрос, последний. Каковы в целом ваши дальнейшие действия или по отдельности общественных организаций, или в рамках вашего нового общественного движения по именно проблеме, которую мы сегодня обсуждаем? И, забегая вперед, огромное спасибо за участие, интерес. Слушаем дальше. Так, Александр Витальевич, пожалуйста, ответь вот на вопросы Лены. На какие, да, можно, а на которые не успеем, потом можно в личке как-то или в группе. Как вы заметили, звук пропал. Пропал. В принципе, мы можем ответить, да. Лена, как вы поняли, все уровни власти, республиканская и федеральная, они работают, как бы, получается, чуть ли не в связке в освоении нашей природы, в освоении наших природных богатств. И, к сожалению, вот как вот Иван Иванович сказал, наше Министерство охраны природы практически оправдывало, отвечало за товарища Лесобойникова. И вот это вот как раз показывает, что на самом деле вот это все достаточно спланировано, и это делают одни и те же люди, спланировано. И если мы вместе не дадим ответ, то через 10 лет у нас тут, извините, природа будет такая, что мы отсюда будем убегать тоже под Москву или еще куда-нибудь. Вот. Поэтому мы решили объединиться и все вместе вырабатывать решения и о том, какие меры принимать для защиты нашей природы. Как Иван правильно сказал, Иван Валентинович, вплоть до все законные меры, которые есть в российском законодательстве. И мы сейчас вот приняли обращение на имя президента Российской Федерации, и там внесли предложение, 9 предложений о том, чтобы систему вот эту порочную поменять на федеральном уровне. И собираем подписи. Ну и кроме того, мы сейчас готовим письмо на имя прокурора Российской Федерации, генпрокурора, вместе с юристом. И кроме того, у нас вот благодаря Афанасию Павловичу, благодаря Александру Ареносову работают юристы, группа юристов, которые готовят иски. И все, мы будем обращаться, как говорится, в суды и так далее. И вот очень правильно Иван Иванович сказал, Удовенко, о том, что местное население вообще вот очень с надеждой смотрит на нас. И поэтому наше движение только начинает работать. Мы только определяем направление работы и будем советоваться, какие меры принимать и как действовать. Вот.
Большое спасибо, Александр. И можно вот от нашего экспертного клуба и инициативной группы по созданию нового общественного объединения «Союз журналистов и блогеров», да, вот инициаторы — это Игорь Савинов, Владислав Коротов, Олег Желнин, Сусанна Рожина, я и другие наши коллеги, да, и эксперты. Вопрос: если у вас, пожелания на будущее, да, сотрудничать, взаимодействовать, и, возможно, если у вас будут какие-то выездные мероприятия в районы, то приглашайте, если сможем, кто-то по времени, кто-нибудь обязательно с вами смог бы съездить и поговорить и с населением, и с общественниками, и с депутатами муниципальными. Вот такое пожелание. Заранее спасибо. Я немного скажу. Всегда пользуются вашими предложениями. Спасибо, это вам, журналистам. За 2 года после выхода указа об экологическом благополучии республики, да, вот первого указа Айсена Сергеевича, у нас из этого указа практически начал выполняться только 2 пункта. Это обеспечение населения реки Вилюй чистой питьевой водой. По компании «Алрос» выделено 150 миллионов рублей, которые поступили в целевой фонд будущих поколений. И этот фонд финансирует строительство очистных сооружений в районах. Пока у нас в 3 районах, в Сунтарском, Нюрбинском и Верхневилюйском районе, такие станции выстроены. Хотя вот были очень большие планы насчет выезда научно-медицинской экспедиции в Вилюйский регион. Этот указ полностью не выполнен, хотя вот небольшая сумма, тоже примерно 150 миллионов рублей компании выделена, и медики только начали в этом году работать. Вот 1,5 года у нас прошло в режиме ожидания. Вот все время говорят, что действия наших экологов подрывают бюджетную политику республики, что мы своими действиями, обвинениями в адрес главного бюджетопополнителя вот республики, компании «Алроса», мы вносим дестабилизацию, что мы мешаем развитию республики и так далее. Но это в корне неверно, потому что мы, как экологи, с августа 2018 года работаем вместе с компанией. 5 раз выезжали туда экологическими десантами. И все-таки, я думаю, какой-то прорыв в отношении вот открытости компании, то, что она делает по части экологии, все-таки состоялся. Вот у нас Дмитрий Афанасьевич Дмитриев, он тоже с нами ездил, они, молодые экологи, подписали договор, и компания все-таки информирует нас и население через нас, население республики, о том, какие мероприятия по части экологии делаются. Но при этом, конечно, компания учитывает свою производственную деятельность, вот в части обеспечения своей производственной безопасности. Они часто нам преподносят как экологические мероприятия, как будто эти деньги выделены на обеспечение там безопасности здоровья населения Вилюйской зоны и так далее. Хотя большая часть это элементарная тоже производственная деятельность. Вот Айта Никифорова, к сожалению, вот сегодня она не присутствует. Вот она очень хороший цикл материалов на своем сайте начала о том, как осуществляется дивидендная политика компании. Это раньше была такая закрытая тема, потому что в районы перечислялись до 2015 года небольшие суммы в пределах 100 миллионов и так далее, а потом резко вот с 2015 года эта политика поменялась, где-то в районе 800 миллионов ежегодно наши Вилюйские районы, 8 районов Алмазной провинции получают эти дивиденды. Ну, они, естественно, по
по положению о дивидендах, они где-то 80% этих средств используются на строительство и так далее. Тогда как вот чисто на экологические мероприятия по очистке воды, там по охране здоровья населения используется небольшая часть этой суммы. Более-менее так планово в этом отношении в Сунтарском районе работали они где-то начиная с 2015 года. Около 20 населенных пунктов все-таки обеспечены станциями очистки воды. А вот недавно вы читали материал о Мирнинском районе, где наш коллега, бывший журналист, глава Мирнинского района, рассказал о том, как они дивиденды расходуют. А между тем, после аварии в течение целого года небольшой эвенкийский поселок Сюльдюкар, который расположен в 100 километрах от Мирного, в течение целого года жил без воды. Это было страшное дело. Мы 3 раза ездили туда, в Сюльдюкар, с активистами этого села, прорабатывали вопрос, поднимали шум, я много раз писал, другие журналисты писали. И только в прошлом году, спустя год, только наконец вода, чистая питьевая вода наконец-то была подана в этот поселок. Поэтому в отношении того, что вот об исполнении этого указа приходится говорить с большим сожалением, потому что он полностью у нас не выполняется. Мало того, когда мы хотим помочь нашему руководству, мы, общественники, мы не противостоим правительству, там мы никогда не бойкотируем, не поднимаем народ, чтобы было какое-то открытое противостояние. Мы просто хотим помочь руководству нашей республики в контакте с населением, довести чаяние людей до руководства. Но это открыто игнорируется руководством. Мало того, что нас называют псевдоэкологами, там всячески чинят препятствия и так далее. Вот здесь надо переломить общественное сознание в отношении того, что мы никогда, вот, например, не выступаем против прогресса, против промышленного освоения. Оно должно быть, но должно проводиться с учетом наших местных реалий. Вот те же лесозаготовки, с учетом вечной мерзлоты, рекомендаций ученых, чтобы они прислушивались, чтобы это было, наконец, воплощено в законах. Я в прошлом году в мае присутствовал на заседании Тултумен, где прорабатывался вопрос подготовки лесного кодекса. Так там где-то на десятке страниц говорилось об использовании валежника. Я спросил у председателя комитета Владимира Михайловича Прокопьева, почему нет там раздела об отношениях с недропользователями, почему нет, например, пунктов о том, чтобы проводилась рекультивация использованных в промышленности земель. Вот в Мирнинском районе очень много хвостохранилищ. Я лично был на 2 хвостохранилищах. Огромные это водоемы, огромные площади водохранилища, где уже в течение 70 лет, как нам рассказывают, там сохраняется вода, которая используется в алмазной промышленности, на фабриках, на драгах и так далее. Ну, никак невозможно поверить, что в течение 70 лет там используется одна и та же вода. Что эта вода, никто не может гарантировать, что это отравленная вода через какие-то подземные русла может попасть в реки. Там рядом с большим хвостохранилищем расположен ручей, буквально проходит за дамбой. Никто же не может гарантировать, что отравленная вода попадет в этот ручей, а далее в реки. Вот в прошлом году жители Вилюйской зоны радовались. Наконец-то вода в реке стала чистая. Это начиная с 1967 года. Я сам уроженец Сунтарского района.
вырос там, знаю, как мы в какой реке купались в детстве, как рыбачили и какая она была все эти 50-60 лет. Надо наконец-то... Мы в прошлом году проводили тут Конгресс народа Саха, об этом тоже идет замалчивание деятельности этой общественной организации. У нас была большая секция экологии, в которой мы приняли более 20 пунктов обращения к правительству, руководству нашей республики. Мы довели эти резолюции и до правительства, и до Илтумена, и до главы. Однако никто к этим рекомендациям не прислушивался, их никто за реализацию не берется. Между тем надо говорить о том, чтобы восстанавливать реку Вилюй, вплоть до того, чтобы вычистить дно этой реки, которое за 70 лет существования алмазной промышленности, там дно этой... Владислав. Тяжелые металлы, всякие вредные вещества. Тоже Вилюйское водохранилище огромное, где был затоплен целый поселок, огромные массы леса были затоплены. И это водохранилище в течение полувека выделяло фенол, и воду из этой реки мы пили всю жизнь. Об этом никто не говорит. Очень много онкологических больных, очень много рождается детей с нарушениями слуха, с нарушениями зрения. 2-летний ребенок в прошлом году умер от онкологии. Это же страшно. Вот об этом надо нам говорить, об этом надо писать. Можно пару слов? Насчет Амгинского леса, насчет защиты Амги мы не будем останавливать тему, будем работать. Да, Александр, что хотел сказать? Я бы хотел добавить и сказать, что, к сожалению, наше правительство республиканское не дорабатывает по защите нашей природы. Откровенно скажем. Один простой пример. Вот Афанасий Максимов в Фейсбуке написал, что каждый год в республике добывается золото на более чем $1 миллиард. Как вы думаете, сколько рублей республика с этого $1 миллиарда имеет? Во! Потому что они платят налог на природные ресурсы, который идет в федеральный бюджет. И они убивают каждый год реки наши. Вот сегодня я встречался с нашим сопредседателем с Нерюнгринского района, бывший военный, и он мне рассказал, что они буквально в прошлом году убили реку Темтом. А ведь это было любимое место отдыха нерюнгринцев и располагалось на территории особо охраняемой природной территории. Темтонский каскад назывался. И вот я когда хотел там месторождение воды дать, мне сказали, нет, тебе никто не даст. Они просто дали в верховьях реки золотарям, и они сразу, все, этой реки нету. Поэтому наша задача состоит в том, чтобы наши власти в конце концов за убийство реки, за то, что подделку документов надо не судами, как говорится, заниматься, а людей в тюрьму конкретно садить, потому что они виновны, как говорится, в геноциде нашей природы. И поэтому мы будем следить как бы за каждым случаем и будем пытаться все-таки воздействовать. И мы как бы надеемся на то, что и журналисты тоже тут к нам присоединятся, потому что вот эти все вопросы загрязнения природы, это вот уже Якутска, вот выгляните, вот, лес горит, думаете, он сам горит, что ли? Я очень сомневаюсь, что он сам горит. Это все, как говорится, все делается для того, чтобы грабануть и вывести наши природные ресурсы. Если лес горит, сгорает, легче найти полезные ископаемые, очень легко отвод этой земли без всяких ограничений получить. И
так далее. Вот поэтому как бы у нас сердце болит за то, чтобы наша природа все-таки сохранялась, за то, чтобы российские законы природоохранные выполнялись, а они, извините, вот, обходятся всяческими этими товарищами, причем многим помогают и наши товарищи здесь, чиновники, которые сидят в БП, скажем прямо. А экологию в правительстве кто курирует? Из зампредов или премьер? Ну, это такой маленький Вачкастов. Алексей Засимович. Экологистиков курирует? Да, который звонит в Минэкологию и говорит: не дай бог вы оштрафуете инвесторов, которые вырубили лес на территории особо охраняемой природной территории в Мегино-Кангаласском районе. Когда Минэкология ловит, его товарищ звонит и конкретно говорит. Вот. Со слов чиновников я знаю эту информацию. Кому этот оштрафованный звонит? Немножко непонятно. Звонит зампред министерства и говорит: как вы смеете инвестора Алросу штрафовать? Вы кто такие? Понимаете? Все понятно. Колодезников звонит в Минэкологии. Поэтому вот Иван Иванович совершенно правильно говорит. У нас одно огромное противоречие и федеральных законов, в том числе, состоит в том, что одно же министерство выступает продавцом леса, да, и оно же должно лес защищать. Поэтому этот нюанс мы тоже будем использовать, и в том числе в судах, в обращении к президенту Российской Федерации и письме прокурора Российской Федерации. Спасибо большое, Лена, можно добавить? Удовенко Иван Иванович, можно мне дать минутку? Да, конечно, пожалуйста. Вот смотрите, Лена, у нас в последнее время, за последние 10-15 лет, под видом привлекательности, да, и очень много изменилось законов, и федеральных, и посубъектно. То есть, сегодня предпринимателей, нетрапользователей и разных, всех представителей бизнеса освобождают от контроля. Их вроде там нельзя проверять 3 года. И если я в свое время по 2004 год был первым заместителем старательской артели «Нагли». Мы добывали платину и золото. То есть был такой момент. Пока Комитет охраны природы не разрешит мне запускать приборы в мае месяце, то есть пока не пойдут паводковые воды, я был вплоть до разорения, закрытия предприятия. Сегодня этого ничего нет. Природоохранники, даже государственные комитеты, которые здесь, они не в курсе, где добывается, когда начинается, как заканчивается. То есть они сегодня отстранены. И вот этот закон опережающего развития, вы же посмотрите, что там в нем. Там, где обозначена территория опережающего развития, освобождена от исполнения как федеральных, так и субъектных законов. То есть оно развязывает руки вот этим недропользователям, лесозаготовителям от всякой ответственности. И это идет ведь сверху. Сегодня Госдума, ведь я просто вам констатирую факт статистически. 2000 законов в год принимают. Как вы думаете, вот эти даже депутаты, которые сидят, госдумовцы, они могут реально вникнуть в суть этих законов? 2000, то есть на 360 разделим, 6 законов в день, а то и больше, до 10. Понимать всю сущность вот этого закона, который они принимают. Они сегодня столько напринимали вот этот безальтернативно. Почему? Потому что сегодня Единая Россия 60-70%, она ни с кем не считает нужным согласовывать эти законы. Отсюда идут вот эти перекосы сумасшедшие. И как с этим бороться?
Даже вот природоохранные комитеты и все остальное, я ведь работаю с ними. Нормальные люди, адекватные, они понимают, они поддерживают защитников, экологов. Но у них сегодня из рук выбиваются вот эти рычаги, и они просто, чтобы не быть смешными и не было нападки. Сегодня даже вот как бы по практике свершившейся, прокуратура сегодня при обращении не столько защищает природоохранников, сколько бьет. Вот понимаете, вот сегодня орган, который должен защищать, Путин говорит, сегодня надо внимание все переложить на защиту населения, интересов населения. Фактически этого ничего нет. Вот это вот досадно, обидно, и как даже вот как бы этого добиваться, то есть мы отсюда, с мест, с субъектов федерации, конечно, повлиять на эту вот сегодня негативную вот эту вот суть, но не просто физически не можем. И вот как бы от этого зависит наша жизнь всех людей, проживающих на огромной территории под названием Россия. Они живут в Москве, они принимают законы, а страдают все жители по всей территории России, с которыми сегодня перестали считаться. И как вы сами видите и слышите, когда такие как Чубайс, как Греф, такие негативные отзывы о людях говорят, ну, знаете, у меня просто как бы, вот мне 64 года, но я просто уже не знаю, чему удивляться. Просто сегодня, если раньше человека рабочего, там, любого интеллигента, специалиста уважали, то сегодня с экрана, вот послушаешь, как вот заседание Госдумы, ну просто нормальных слов не хватает, хочется ругаться просто, и все. Или выключать телевизор, чтобы не портить настроение себе и всем. Поэтому вот как бы мы будем бороться. Я думаю, что если не мы, кто это сделает? И дорогу осилит идущий, но сам факт, вот сегодня вы должны тоже своих, как бы не должны, а просим вас помочь нам, экологам, защитникам, общественности, вот эти темы поднимать, может, мы все же сдвинем с мертвой точки, что все же начнут считаться субъектами, чтобы неформально проводили. Вы смотрите, как общественные эти обсуждения проводятся. То есть втихую, не втихую, пишется в газете, что такого-то числа в помещении библиотеки или актового зала будет проводиться обсуждение такой-то темы народное. Кто приходит? 5-10 человек, не больше. Это все как бы позволяет им, любым как бы деятелям, проводить вот эти все мероприятия, говорят, ну мы же обсуждение-то проводили. Ну подумай, что никто не пришел или как-то там не было участников. Это же проблема уже народа. Если не хотят, значит просто народ перестал верить вот во все это. И когда, чтобы не говорили, они знают, что все равно будет так, как задумано. Да, поэтому заранее спасибо, что вы к нам присоединились. Мое личное мнение, я думаю, меня все поддержат, участники нашего сегодняшнего ВКС, что чем чаще мы будем встречаться, чем мы чаще будем как бы, конечно, вот эту тему мы должны держать, это центр «Гвоздь», а там, конечно, у каждого района свои проблемы. У нас проблема вот с радоном, я думал, мне просто Роза Васильевна сказала осветить. Это очень большая проблема с питьевой водой, с канализацией, с очистными сооружениями. Я думаю, это проблема республиканская. Любой большой город взять, районный центр, везде нету ни очистных сооружений, ни нормальных канализационных коллекторов, все идет сброс в землю и так далее, и так далее. И вот это все отношение к этому, чем оно дальше, тем оно хуже. Поэтому мы должны это поднимать, а вы освещать. Поэтому заранее спасибо и удачи вам во всем. Большое спасибо. Мы тоже очень надеемся, что это только наша первая встреча. И хотелось спросить, вот вы говорите о роли журналистов, о том, что да, мы хотели бы это все освещать. И государственные СМИ, вот газета «Якутия», Саха-Сирия, НВК «Саха», телеканал «Якутия-24». Вот завтра у нас участие в круглом столе государственных СМИ, именно в Вилтумене вот пригласили. И для этого нужно, и для себя, для материала. Вот эти государственные, правительственные издания, насколько активно освещают проблемы экологии, и если они это освещают, то в каком свете? Они освещают работу властей, что провели там столько-то совещаний, или конкретно реальные проблемы, вот, которые имеются?
Не, ну вот на меня после ВКС, который проходил 1,5 месяца назад под председательством Афанасьева, да, Минэкология проводила, на меня выходили журналисты с Киева, газеты. Конечно, я просто просил там, чтобы мне потом сбросили или как бы сказали, где, что, когда. Но они, в принципе, интересовались и сказали, что вот проблема по вырубке леса будет озвучена, не озвучена, а напечатана в газете «Ким». Я потом, было, Иван Иванович. А? Ким с нами постоянно работает. Ну вот на меня журналисты. Государственные, правительственные газеты Якутия, Саха-Сирия, государственное республиканское телевидение насколько освещает? И реально ли освещает или нет? Не было никаких контактов, и поэтому не могу судить, на алданцев не входило. Единственное, вот у наших СМИ Роза Васильевна несколько подряд тут месяц статьи писала огромные, как бы, чтобы это все резонанс поддерживать. Но видите, как бы сегодня очень хорошая, правильная политика ведется со стороны руководства, будем говорить, и республики, и все. Тихо молчат, а делают свое. Понимаете? Вы знаете, как сегодня, как говорит народная пословица, собака лает, а луна светит. Поэтому они сегодня не ругаются с нами, не скандалят, не беспокоят нас, не прижимают. Кстати, надо сказать, чтобы там репрессий никаких нету. Ну, а дело грязное и черное, оно продолжается и делается. Васька слушает, есть. Ирина, спасибо. Отвечая на ваш вопрос, да, вот у меня, знаете, уже довольно-таки длительный, наверное, опыт вот экологических таких вопросов, проблем решения. И государственные СМИ, они минимально, вообще практически не обращают на нас внимания. Вот. Это первое. Второе, я хотел, конечно, подчеркнуть, чтобы журналисты и блогеры обязательно осветили в своих материалах роль таких, как Институт биологических проблем кролитозоны Сибирского отделения Академии наук. Вот эти два специалиста, которые работают, вот Чиросова Михаила Михайловича, они принимали участие, я данные по ним тоже готов отдать, да, и Институт мерзлотоведения. Вот эти два института, Институт мерзлотоведения, как бы, ну, практически вот, под руководством Александра Николаевича, да, активно вот помогает нам защищать нашу природу, да, по законам. И вот Институт биологии, вот сотрудники Чиросова. Вот. И все. Остальные в этом активно не помогают. Об этом как-то тоже надо сказать, что вот есть институты, которые патриотически относятся и используют свои научные знания в защиту наших этих. И еще хотел сказать, вот наша новая организация, вот это наша экспедиция, вот эти все вопросы по сбору денег, вот это все принималось совместно. Мы вот как никогда сейчас очень плотно друг с другом, вот все общественные организации, мы все свои личные амбиции в сторону отложили и все совместно решаем дружно. Я просто уверен, что у нас многое получится, потому что энергетика вот тех людей, которые собрались в этой организации, ну просто зашкаливает. И ваше вот внимание к нам, я думаю, она просто усилит это. Спасибо. Большое спасибо. Тогда завершаем. Добавить. Добавить. Ага. Да, вот для проверки можете так, для интереса. В Саха-Инфо выходило 2 статьи по Амгинскому лесу. Просто посмотрите, какой-нибудь из государственных СМИ перепечатывал ли эти новости или нет. Ну вот будет наглядная картина освещения этой проблемы. Большое спасибо. Лена, я сейчас закину цитаты президента и Генпрокуратуры, пожалуйста, используйте в своих материалах. Хорошо, спасибо. Михаил Чиросов просит слова. Михаил Михайлович. Да. Не, у меня очень маленькая реплика. Я хочу все-таки сказать, что вопрос по Амгинскому, Алданскому лесу встал Соломонов Никита Гаврилович. Он собрал в институте группу, и то, что вы называете моих сотрудников, это, по сути, какая-то вот, ну, вот поручение конкретное. А так вообще вопросы по картографированию с некой просмотром площадей, соотношений и плюс динамика лесных экосистем, это Исаев Александр Петрович и по картам Троева Лена Ивановна, они тоже участвовали, и просто мы отрабатываем на то, что у нас есть. Ну а то, что наука, Железняк Михаил Николаевич
директор Института мексоведения, он фактически первый начал это говорить, это тоже большая сила. Поэтому надо говорить, что все равно наука вещи свои делает, позиции наставит. Я один из тех, кто поставил вопрос, что лесники, вот, которые, будем называть их лесорубы, да, ну я так образно скажу, они, в принципе, списки, которые им по экспертизе там порекомендовали примерно, они просто взяли копипаст, поставили в текст, говорят, мы их найдем. Когда я сказал, что, извините, у нас ботаники должны искать эти территории, и то отправлять нужно не всех, а только знающих. Вот, в частности, больше 10 точек местонахождения нашли, а видов пока называют 3, но я думаю, там их побольше поищут. Ну и к тому же это очень коротенькая же выиска. По сути, детального исследования не было, но, как ни печально, оказывается, мы, люди, ученые, это очень часто нормативные юридические вещи очень далеко пространно понимаем. И оказывается, биологические возобновляемые ресурсы, они не требуют той экспертизы, жесткости, которая делается, когда месторождение полностью вырабатывается. То есть здесь не происходит уничтожение, а идет пользование. Это пользование, то есть которое мы не уничтожаем, получается, лес. И это идет по другим нормативкам, которые, ну вот, как правильно все говорите, уперлось в то, что не требуется этого, не требуется этого, не требуется этого. В результате самая ключевая основа – это всего лишь учетные лесоустроительные работы, которые сделаны были по федеральным стандартам, и они были рассчитаны, ну и, как вы правильно говорили, они всегда с неким увеличением объема. Объема сделали, а эти идут на эту территорию. То есть я о чем хочу сказать, что у нас на федеральном уровне решение принимает лесная служба, которая, в принципе, республике не подчиняется, но полномочия переданы. То есть наши только основу готовят, а решение принимает Москва. Поэтому в этом плане получается стандартная схема. К собаке претензии есть, ее на цепь посадили, она лает. Нет. Значит, кто хозяин собаки в Москве, он дал ей команду. Маслобойников выполнил, сделал, формально сейчас докопаться нельзя. Надо найти основания, которые есть. Единственная зацепка – это краснокнижные виды федерального, республиканского уровня, которые они обязаны каким-то образом найти и начинать с ними работать. Мы должны говорить, извините, пересадите, уберите. Сколько там экземпляров? 1215 экземпляров? Копайте. Идите копайте. Это ваша проблема. А федеральные республиканские структуры, езжайте, смотрите, что ли они выкопали. Если они выкопали, все, молодцы, все убрали, делайте. Но пока они это запарятся, а мы будем указывать, вот координаты, ищите, но зимой трогать нельзя, потому что неизвестно. Нужно сейчас воспользоваться этими нормативными вещами и сказать, ребята, мы вам указали проблему, решайте. И только федеральные структуры могут указывать этим товарищам, что они нарушают. Соответственно, встает любимый наш Росприроднадзор и, опять же, любимый Ростехнадзор. Мне кажется, они тоже там должны быть задействованы. Потому что дороги, строительство, и что там будут делать дорожное, это все через технику. Контроль и эти вещи. Я не силен в юридических вещах, но я вижу, что можно в этом плане их делать. Ну и, конечно, очень правильно, что идет проверка по поручению Путина всех вопросов по лесным вырубкам в Иркутске и Красноярске. Упоминаемые наши товарищи тоже там фигурируют. Всего лишь нужно очень грамотное письмо, которое говорит, что проверьте попутно, пожалуйста, и на территории Республики Саха-Якутия этих товарищей и их план. Мы же просили в Пекине не остановить процесс, а приостановить действие до выяснения. Сейчас этого достаточно. Если бизнес не будет получать деньги, они, может быть, потом даже махнут рукой и скажут, идите вы далеко. А нам, может быть, этого пока хватит. Ну вот у меня такое предложение. И, пожалуйста, учтите, что сложная система, не все зависит от нас.
многое зависит от воли руководства. По Норильску, если вы прекрасно понимаете, это как двойные стандарты. По Алроса никаких действий. По Норильску Путин сказал наказать 10 миллиардов. Пошли наказы. И там уже госпожа Родионова очень рьяно, радостно и прямо махая флагом выполняет указания Путина. Ну вот видите, это как всегда у нас. Там, где можно, там надо, а где не надо, там не надо. Ну, поэтому надо этим как-то все умело воспользоваться и грамотно составить. Ученые могут дать только идею, а реализовывать должны уже люди на уровне министров. В этом плане в Министерстве охраны природы, в нашей экологии, очень неплохая юридическая. Они же Алроса фактически на колени поставишь. Это наши якутские юристы. Они смогли это сделать. Поэтому надо везде искать плюсы. Не надо сейчас бросать камнями людей, которые, ну, они по-другому не могут. Они командные игроки. Если Москва сказала, можно, они и проводят. Ну, такова жизнь у всех чиновников. Спасибо большое. Большое спасибо вам. Лена, я вот хотел бы поблагодарить Михаила Михайловича Белоусова за принципиальную позицию, потому что он одновременно является руководителем проекта «Единая Россия и чистая страна». И Ивана Степанова, он в своем отчете не упомянул одного момента, о том, что они поехали частично за счет кредита, который вот Иван Валентинович взял на свое имя для того, чтобы проспонсировать вот это путешествие. Поэтому хотел бы Ивана Валентиновича тоже благодарить очень, как говорится. Да, но маленькая реплика, я не член Единой России. Я знаю, что ты Сахамин Миланович руководитель проекта «Единая». Я сказал, что руководитель проекта «Единая». Да. Я не отказываюсь от него. Не отказываюсь. Владислав, тогда подведете итог, заканчиваем, да, мы уже 2 часа с лишним общаемся, да. Очень приятно. Спасибо всем, кто откликнулся на наше приглашение, принял участие. К сожалению, вот из районов много людей не смогли выйти на связь из-за плохого интернета. И на будущее нам нужно учесть, вот, управлять этим агрегатом, Игорь. Вот чтобы каждый выступающий мог показать какие-то эти, увеличить его окошко, чтобы он мог продемонстрировать документы, там, карты и так далее. Техническую сторону вот нашего конференции нужно как-то проработать. И спасибо вот нашим спикерам. Будем работать. Я думаю, через месяц... Скажите, группу создадим для того, чтобы можно было общаться и куда-то информацию сбрасывать. Надо создать группу, куда мы все будем ходить, чтобы мы были в WhatsApp. Александр. Да, мы создадим, вот я буквально в эти дни создам группу нашего движения, где вы будете входить. Кстати, я вот хотел бы сказать, что Владислав Петрович, Роза Васильевна, Афанасий Павлович, это и Иван Валентинов, сопредседатели нашего движения, тоже как и я. Иван Иванович, он член совета нашего движения, ну и в том числе и наш юрист, тоже член совета нашего движения. И, ну, все которых мы пригласили, это активисты нашего движения. Поэтому я хотел бы всех поблагодарить, и я думаю, что вместе будем дальше. Спасибо всем за участие. Ждите материалы. Большое спасибо. Отключаемся. До свидания. До свидания. До новых встреч.
Я не дашь, что